Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Как он настроен к вам сегодня, его мысли, чувства и планы на вас. Мои милые, кому тема интересна, пожалуйста, всех приглашаю на мое гадание. Посмотрите на песочек, подумайте о любимом человеке, либо о том, кто вам очень нравится. Вспомните его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза, несколько раз позовите его по имени. Вы должны почувствовать, что мужчина рядом. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, как ты сегодня настроен на меня? Какие у тебя планы, мысли и чувства в отношении меня? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, как загаданный мужчина сегодня настроен в отношении вас. Его планы, его мысли, его чувства к вам. Так, ну сразу скажу, мужчине сегодня не до любви. Вот у него какие-то проблемы, какие-то дела случились. Кто-то что-то пообещал, не сделал. Кто-то, может быть, подставил. Где-то какая-то неудача в жизни его преследует. Что-то, знаете, вот не складывается. Не складывается у него в делах, не складывается по бизнесу. Деньги нужны, денег не хватает. Может быть, неудачно вложился. Может быть, как-то доверился не тем людям, либо вот там не одобрили ему, что кредит, может, какой не одобрили, либо не подписали с ним какой контракт, договор, да, вот что-то у мужчины не в порядке происходит, не в порядке вот именно в финансовой сфере. Он за вас, он спокоен. Вы так-то согревает его сердце, но вот в жизни, вот именно сейчас, сегодня, в данный момент, да, когда вы включили это видео, у мужчины катастрофа именно в ресурсном. Когда планы вот резко, неожиданно порушилось, как карточный домик, все попадало. А здесь вот как взрыв произошел, понимаете? Те, на кого надеялся, те, от кого ждал, просто подвели, отвернулись и отморозились, да, вот есть такое понятие, отморозиться. Вот то же самое у него произошло. Он бедненький, знаете, вот даже не знает, кому пожаловаться, как бы ему эту вопрос, проблему решить. Да. Все как-то вверх тормашками у него сейчас. Он в растерянных чувствах. Вот что происходит. Так, потерялся. Что делать? Я не знаю. Ему так сейчас страшно, так ему боязно, так ему... Да, нехорошо, очень нехорошо мужчине. А знаете, что самое интересное? Вот если вы с этим мужчиной в паре, в браке, в отношениях, то вы ему неоднократно говорили, что ты легковерный, что ты простофиля, что ты там доверяешься не тем, что не с теми ты связался. То есть вы как-то его учили, вы ему говорили. И сейчас он втройне чувствует себя хуже, потому что ваши слова оказались пророческими. То есть он как-то то ли мало времени уделял своим делам, то ли на авось надеялся, то ли такой, знаете, вот прям доверчивый, как маленький ребенок. И теперь вот попал в такую ситуацию. Вам ничего не говорит, от вас скрывает. С вами он типа ничего страшного, улыбается, как все как надо. Ну а то, что у него камень на душе, так это очень, прям очень-очень видно. Мужчина в катастрофе. Он такой, смотрите, маленький вышел, да. Как на разрыв, да, вот как будто бы его в разные стороны растягивают. И знаете, как будто бы он какое-то вот расщепленное дерево, да, и он внутри этого дерева вот так ручками, ножками уперся, чтобы это дерево не схлопнулось, да, и его не захлопнуло. Вот такой ситуации, тяжелая ситуация, тяжелая. Знаете, больше всего боится, что вы узнаете, что он неудачник, что вот у него не получилось. Для него это просто как серпом по одному месту, понимаете? Вот ни за что так сильно не переживает, лишь бы вы не узнали. А глупо делает. Если бы вы узнали, вы бы ему дали хороший совет, вы бы ему
идею хорошую вы подкинули, потому что вы умница да красавица, у вас прям, знаете, у вас интуиция мощная, вы такая, знаете, на 10 шагов можете продумать, просчитать. То есть как бы вы бы дали совет, но не признается, видите, не признается, закрылся. Так, ладно, бедняжка, бедолашка, что ж с тобой дальше будет? Ну, тут он выберется, но не без последствий, знаете, не без последствий, а может и в кредит какой-то ввязаться. Вот, кстати, будьте аккуратны, потому что если это ваш муж, если тот, с кем вы живете, может какой-то кредит очень опасный влезть. Вот лучше проконтролируйте, что происходит, да, и даже не знаю, если он у вас пьющий, то вы хоть там его немножечко подпоите, да расспросите. Вот, либо через каких друзей действуете, близких, либо через родню. Потому что мужчина сам по себе очень скрытно идет, такой, знаете, партизан. Как бы он дел не наделал, но он выберется, честно, он выберется. Пусть время пройдет. Тут времени, знаете, как... достаточно много, тут 5-6 месяцев пройдет, пока он вот эту всю катавасию разгребет. Если мужчина потерял работу, то где-то через 5-6 месяцев он только новую найдет. До этого будет ходить, то батрачить, то обманывать буду, то, знаете, как не сможет найти. Вот если мужчина будет говорить, не могу найти, значит, он не обманывает, верьте, потому что я вижу у него как будто бы все дороги закрыты, вот перекрыто у него все. А знаете почему? Потому что учат его высшие силы. Вот прям, знаете, как не мытьем, так катанием. Тебе жена твоя говорила, женщина твоя тебе говорила, а ты ее что, ни во что не ставил и не слушал, и отмахивался, и отнекивался, смеялся над ней. А вот теперь получи. А в следующий раз умнее будешь, в следующий раз не будешь такой доверчивый, в следующий раз будешь слушать свою любимую. Понимаете, учат его. Я понимаю, что вот эта учеба, она на всех, на всей семье может отыграться, но тем не менее. Тут, знаете, как чем больнее они его... Чем болезненнее урок они ему дадут, тем лучше он запомнит. Вот такая здесь философия проходит. Так, что касается вас. Ну, вас он побаивается, честно. Вот как хотите, девочки, он вас побаивается. Он считает, что вы какая-то колдунья, волшебница, что вы все прям считываете его. Он лишний раз боится вам в глаза посмотреть, потому что он думает, что вы просто сканер ходящий. Можете все про него прочитать, все про него узнать. Есть у него вот эти тайные его секреты, которые он от вас прячет, но вы догадываетесь, и тут я больше вижу, как ваша женская мудрость. И он, кстати, тоже понимает, что вы обо всем догадываетесь, но вы уж, как говорится, на рожон не лезете, да, он за это вам очень сильно благодарен. Знаете, я скажу вам такую вещь, я вижу, что он с друзьями о вас говорит, вот с друзьями, либо с родственниками, с кем-то он о вас говорит, он вами хвастается, он вами восхищается, и он вот своим там дружкам, мужичкам говорит, что вот знаете, какая у меня, да, вот как у нее не забалуешь, железная тяжелая рука, но с другой стороны она у меня такая заботливая, она у меня такая умничка, молодец, и ну, вот во всех отношениях она прям миллиона стоит, понимаете? Он о вас говорит, хвастается. Такое происходит, кстати, часто. Когда в семье о вас говорит вот, со своими там, ну, родителями, не знаю, там, родственниками, то вызывает очень много негатива со стороны вот, женщин в его семье, потому что они вам, ну, когда, знаете, завидуют, причем они-то знают, что вы классные, они-то знают, что вы там белее белого, да, и пятнышка на вас нет, и тень даже на вас не падает. А вот, ну, как женская зависть, да, как это бытовая зависть, они прям там, знаете, он говорит, а они там, ох, я бы ее на кусочки бы порвала, да, помяла бы. То есть, ну, он как бы, я не знаю, он не специально это делает, да, но вот у него вот эта его добродушность, он не понимает, да, что, ну, как для него там мама, сестра, там бабушка, тетя, кто они для него родные люди, да, и он не понимает, как это родные люди могут завидовать, вот, по наивности своей, да, по глупости назовем это так, он о вас говорит. Так, то же самое, если вы с ним просто встречаетесь, либо вы друг к другу присматриваетесь, то он с кем-то о вас разговаривает, с кем-то он о вас советуется. Опять же таки, с друзьями может о вас разговаривать, говорит, что вот она такая классная, навряд ли она меня примет, навряд ли я там, ей понравлюсь, навряд ли мы сможем с ней там построить отношения. Если с родственниками говорит то же самое, там родственники очень сильно переживают, а вдруг там влюбится, да, вдруг он ее там
замуж позовет. То есть какой-то вот идет ревность и негатив в вашу сторону, уж не знаю. Если вы знакомы, то вам улыбаются, но вы чувствуете, вас не обмануть. Вот девочки сильные пришли на это гадание. Вы чувствуете, душой чувствуете, что к вам негативят, что вам, как говорится, да, одной рукой рукопожатие делают, а другой в спину нож вставляют. Понимаете? Вот такие там женщины какие-то злые в его семье, прям злые-злые. Вот прям образ идет, как вот гадюки такие, да, вот прям ползают гадюки. Вокруг него ползают пиявки да гадюки. Я уж не знаю, что там за гадюшник, где живет он, с кем он живет. Мужчины хорошие, мужчины добренькие. Вот как он, такие, знаете, простоватые, добренькие мужички. А что касается женщин, то тут, конечно, они и на лицо, кстати, женщины там неприятные. Вот сразу от них прям запах прям идет, знаете, вот такой неприятный, неоприятный. Вот. Они, кстати, и неоприятные. Вот, смотрели вы на своего мужчину, видели, может, что у него там и застиранное, и заношенное, и недостиранное, недоглаженное. То есть иногда вопросы могли возникать. Ну, каждому свое, да, семью не выбираешь. Вы будьте аккуратны. Вы будьте аккуратны, потому что там может прям, если вы пойдете на конфронтацию с ними, то они могут прям как, знаете, как стая против вас ощетиниться. Да? Лучше уж как там промолчите, протерпите, знайте, что если вы с этим человеком останетесь, то он будет ваш. Он будет с вами, ну туда, конечно, он будет ходить, там же семья. Но тем не менее, он и мыслями, и, как говорится, и головой, и телом будет с вами. Так, какие планы у человека? Ну, если это ваш муж, то, конечно, в планах поскорее выкарабкиваться из этой трясины, в которую он попал. Поскорее, как вы знаете, там вот у него прям мечта есть, да, денег много заработать. Заработать много денег и что-то купить. Либо дом, да, либо в доме что-то сделать, может двери поменять, может окна поменять. Вот знаете, что-то он хотел бы сделать, может даже, кстати, дом построить хотел. Вот почему-то ему нужна большая сумма денег. Вот он мечтает о большой сумме денег, чтобы ее потратить именно на семью, либо на вас. Кстати, на вас. Он либо что-то вам обещал, либо что-то знает о вас, да, что вы там о чем-то мечтаете дорогом. Вот тоже хотел бы, знаете, вот как бы для вас что-то сделать. И поэтому нужны денежки. Ну, будет пытаться, будет работать. Вам мой совет. Во-первых, не скандалить, потому что скандалами тут ничего не добьешься. Ну, принимайте его таким, как он есть. Он учится на своих ошибках. Ну, и сейчас то, что происходит, ну, это заслуженно. Да? Тут никто не виноват. Никто его там конкретно специально за ним не охотился и специально не обманывал. Сам попал в эту ситуацию, сам должен из нее и выкарабкиваться. Конечно, отразится на вашей семье. Ну, девочки, ну, а по-другому никак. Он же не научится. Вот и будет ему там и 30, и 40, и 70, а он все будет так дураковать, да? Ну, надо же наконец-таки учиться. Знаете, что ситуация временная. Через полгода, 5-6 месяцев все закончится. Если это мужчина, с кем вы присматриваетесь, встречаетесь, либо там думаете, рассматриваете, то этот человек, конечно, планы у него конкретные. Тут планы, я не знаю, переехать с вами куда-то жить, да, вот поехать с вами в какую-то поездку, что-то вам тоже подарить такое необычное. То есть вот прям не то, чтобы с вами начать встречаться, а у него уже планы идут на семью, на отношения, на любовь. Вот как будто бы вместе там чуть ли не свадьба, понимаете? Он уже там думает, какие у внуков имена будут, понимаете? Вот такое идет. Вот. Мужчина настроен, конечно, к вам с любовью. Вас считают уникальной, считают неповторимой, считают вот именно драгоценностью, самая большая драгоценность его жизни, да? Какой-то фильме «Властелин колец», моя прелесть. Вот вы его и есть прелесть. Вы сводите его с ума, и без вас он никак. И какие бы отношения ни были, мужчина все равно будет где-то рядом с вами. Вместе вы, врозь вы, он о вас думает, он о вас печалится, он о вас мечтает. Вот так вот, мои девочки. Мужчина неплохой, но ну, как не созрел, да? Еще поучиться бы ему надо, повзрослеть, и все будет замечательно. Мои дорогие, на этом гадание мое закончено. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.